Порыжы апталыжы пагалам йылташлак тиде Эльвира Америка гычын вияш эфирыште мый вучем Дима Криваксиным. Доброго дня суток всем. Hello, hello everyone. Can you hear me? Может быть, можете вы меня слышать? Can you hear me? Так, где же у меня Дима-то? Так, я жду Диму. Thank you, мистер О'Коннор. Всем здравствуйте. Один человек у нас есть, Диму. Дима, где ты там? No. Hello. No. Hello. Привет. Привет. Как дела? Очень приятно тебя видеть. Отлично, взаимно. Надену Вот. Что ты говоришь? надену. Тебе хорошо слышно? Я отлично слышу все. Окей. Доброго дня суток всем еще раз. Это я, Эльвира из Америки. Мы в прямом эфире с Димой Криваксиным. И он у себя в Калифорнии, а я... Ох, ты шумишь там у меня. Я сегодня мы находимся на стороне Атлантического океана. Вот. В прошлый раз, 2 недели тому назад мы были у вас на стороне Тихого океана, а сейчас мы находимся на стороне... У нас. Нет, у нас. Вас. Да, в нашей стране. И сегодняшняя, наша тема, чалан каласышым, что мы улана вияш эфирыште. Мы сегодня поговорим о разнице в культуре и в менталитете между нашими странами. Вот. Так что вон тебе пишут hello, Дима, Мари. Поздоровайся. Hello. Hello, Jimmy. Джимми Уэйн О'Коннор. Значит, если у тебя будут какие-то дополнения или что-то еще ты хочешь сказать, просто дай мне знать, хорошо? Хорошо. Окей, ну что, начинаем? Ты, Галина? Давай. Когда, я приехала сюда 21 год тому назад, я была очень удивлена тому, как люди приветствуют здесь. Американский это greetings, hello, how are you? Привет, как дела? Для меня, например, это было очень непривычно слышать, то, что в России ты не будешь каждому вот так вот говорить oh, hello, how are you? Каждому, кого ты вот встречаешь на улице, например, да, видишь, королева говорит, привет, как дела? Привет, как дела? Привет, как дела? Скажет, что за ненормальный такой, вот. А здесь это принято, вот именно вот во Флориде. И когда я приехала, и я вот такое увидела, и со мной также здоровались, говорили hello, how are you, hey, how you doing? Я как бы удивлялась тому, почему они меня спрашивают, как у меня дела, вот. И был у меня такой случай с бывшим мужем, когда мы пришли к нему на работу, и его сотрудница, коворкер, с кем он вместе работал в то время, он меня спросил, hey, Elvira, how are you doing? How you doing? И я такая, I'm fine, but yesterday I called my mother. И начала рассказывать, в общем, про свою маму.
И меня тут бывший муж сразу же отрубил, и он говорит: "Laura, she's fine, her mother too, let's go". Он меня говорит, он, вернее, Лоре сказал, говорит: "Лора, она, говорит, в порядке, мама ее тоже, говорит, в порядке, пошли". Я говорю, я ему, значит, высказалась. Я говорю: "Ты почему меня остановил? Я не закончила, то есть, свой рассказ". И он мне говорит: "Здесь это не принято. Она, говорит, совсем не интересуется твоей мамой, ей вообще не интересно, что ты там". Это, говорит, hello, how are you? Это, говорит, просто приветствие. Это совсем не значит, что тебе нужно вот начинать рассказывать все твои дела, всю твою жизнь. Вот это вот, то есть для меня это было, так сказать, некоторым таким культурным шоком. Вот. Но я скажу, что вот у меня, например, муж иногда разговаривает с кем-то, и он мне говорит, говорит, я не буду у него спрашивать, просто говорит, скажу, говорит, hey, без, говорит, вопроса how are you, типа как дела, потому что если, говорит, он говорит это самое, если я его спрошу how are you, он говорит, вот, говорит, точно как вы, начнет, говорит, мне рассказывать на целый час про всю свою жизнь там. Что там с женой, что там с детьми, что там вообще, ну, все. Вот. Ну, а вообще здесь, в Америке, это просто, когда так говорят, это только приветствие. Вот. По крайней мере, вот во Флориде. И еще я, например, заметила, когда мы шли по городу Таллахасси, и а, бывший муж постоянно там с кем-то «Hey, how you doing? Hey, how are you? Like, hello». Я говорю: "Ты его знаешь?" Он говорит: "Нет". Я говорю: "А чё он тобой здоровается с тобой?" Опять, значит: "А ты его знаешь? А чё он у тебя спрашивает, как у тебя дела?" То есть для меня это было некоторым таким вот культурным шоком, и впоследствии я поняла, что это только вот эта вот разница в том, э, что происходит, вот как мы приветствуем в России. Мы говорим: "Привет, как дела?" Только тому, кого мы знаем. В Америке это можно говорить, ну, в больших городах, конечно, ты замучишься говорить "привет, как дела?", например, в Нью-Йорке, когда ты там идешь слишком много народу, а вот именно вот в маленьких таких вот городах "привет, как дела?" Это как обычное. А, Как, например, в Таллахасси это 300 тысяч населения, по-моему, или чуть побольше, и поэтому консервативный это город, и довольно-таки, ну, мы уже там живем 21 год, мне, в общем-то, нравится. Я попала в американское пространство, в американскую культуру, и поэтому мне вот пришлось вот именно изучить вот эту вот культуру американскую изнутри. Вот. Кроме того, в Таллахассе также живут и другие разные, люди из разных других стран, как китайцев. Я очень многих знаю. Вот. Я знаю французов, я знаю итальянцев, я знаю мексиканцев, я знаю кубинцев. То есть география самая из Венесуэлы. Ну, то есть самые разные, из той же Украины, из того же Узбекистана, из Казахстана, там. В общем, география самая такая очень сильно обширная, но, теперь, значит, очень часто мы обращаем внимание, что, в России, например, люди не улыбаются. В Америке это идет прям вот культура. Они, по-моему, начинают это делать прям с самого раннего детства. Вот. Улыбка такая, и причем везде. В магазин заходишь с улыбкой, они тебя встречают: "Hello, welcome to Walmart" или еще где-то, да. А в России это как бы, скажем, ну, тебя поймут, Дикость, что дикость. да, мол, чё ты улыбаешься вообще, а чё ты вообще хочешь? Ну, например, опять же, у меня был случай в самом начале моей жизни в Америке.
Я говорю, он мне улыбнулся, значит, я ему понравилась. Вот. Ну, то есть это Не все факт. неправда. Да, Не факт. именно. Именно, то есть вот в этом есть разница большая. То есть это просто улыбка означает вот такое добродушие, такое приветствие, с улыбкой. Конечно, в принципе, знаешь, хотя и многие осуждают, что это, мол, фейковая улыбка, да, то есть, ничего, мол, не значащая. Но я, живя в Америке, поняла, что лучше уж вот Э, вот такое вот добродушие, ежели, э, злобное такое чистосердечное отношение, да? Вот, вот. Понятно. Чё? Лучше лживая улыбка, чем откровенное это хамло. Ну, Да? хамить не надо. Я считаю, что добродушие даже ты знаешь, я даже обратила внимание, у нас даже в Мариэл, когда выходят на сцену, артисты не улыбаются. Я не говорю о профессиональных артистах, я говорю вот о детях. То есть, похоже, вот не у я когда училась в музыкальном училище, вообще-то нас вот, например, нам об этом говорили. Ольга Егошина: "Доброго времени суток, привет из Нового Тольятти. Салам лиже. Hello, hello". Здравствуйте, Оля. Очень приятно, что вы сегодня с нами. Так что вот когда я училась в музыкальном училище, это было в 80-е года, и нас, в общем-то, учили улыбаться, потому что ты выходишь на сцену, и на кого, это же даже приятно, когда, э, салам, Оля, а, когда артист улыбается, когда он добродушен, когда он приветлив, когда он счастлив, потому что артист должен заряжать своей энергией. Понимаешь, одно дело вот это вот. То есть улыбка, она всегда располагает человека. Я От поэт улыбки станет день светлей. Именно, именно, именно. Дальше идем. Отношение к деньгам. А, Здесь, капитализм в Америке. И когда деньги, в общем-то, когда занимаешь даже у родителей, они деньги возвращаются обратно. Вот. В России же деньги можно у родителей брать столько, сколько угодно, и никогда их не возвращать. Вот, и здесь меня тоже шокировал тот, факт, что когда бывший муж, он занял деньги, но был у нас такой период в жизни, когда ему пришлось просить у отца деньги, и он мне говорит: "Я должен ему возвратить вот к такому-то сроку". Я такая была в шоке. Я говорю: "Ты должен возвратить деньги отцу? Да ты чё вообще, забудь, он же твой отец". А он говорит: "Нет, ты чё?" Говорит: "Забудь ты про свою Россию, где ты, говорит, брала у своей матери и никогда не возвращала". То есть вот это вот понятие, да, это, ну, для меня опять же был долгий такой приличный процесс, ам, чтобы вот понять вот это вот, что, в принципе, здесь очень многое поставлено на бизнес, и даже отношения в семье, они иногда сходятся к какому-то вот капиталистическому этому принципу. Вот. Но Я не знаю, но я еще пока этого не чувствовал, потому что мы а, тут а, это. вы очень мало, у тебя еще М. процесс адаптации, он еще не прошел. Он у тебя еще очень долго будет идти. Даже у меня, я 21 год здесь живу, да, и у меня до сих пор, ты знаешь, абсолютно полностью мы все равно не изменимся. Это даже невозможно это сделать. Но я что тебе хочу сказать. Вот, живя как бы в Мариэл и приехав сюда,
Ам, конечно, я привезла свое вот родное, вот несмотря на то, что я живу здесь прилично уже долгое время, я все равно помню свой родной язык, свою культуру, и я разговариваю и веду иногда на своем YouTube-канале говорю на своем родном марийском языке. Вот. А, но и также приехала я сюда именно вот не в русскоязычное, то есть начала жить не с русскоязычными, не приехала там в Бруклин или же Санни-Алес, или же куда-то вот, где там скопление русскоязычных. Если бы я приехала куда-нибудь жила бы среди русскоязычных, вряд ли я бы научилась разности между русским "да" и американским "да". То есть, понимаешь, а, для того, чтобы на самом деле научиться новой жизни изнутри и ее вот как губка впитать что-то хорошее, ты должен оказаться именно вот, как ты очень любишь говорить, расширить горизонты, то вот именно вот в американское общество, интернациональное общество, то есть, понимаешь, оставляя свое родное, ты еще, помня о своем родном, хорошем, я скажу, а не о плохом. Потому что очень многие сюда приезжают, а у них вот этот вот criminal habits, у них это очень сильно живет и долго живет. Вот. Они думают, что можно было там врать и обманывать, и накалывать как угодно, и обводить вокруг пальца. Здесь этот салам лижи кузете мари эл ончиклакшим уже да вара каласентиде йодышлан казат ом не буду отвлекаться. Сначала я отвечу на свои, то, что я это самое. Привет, привет, Эбби. То есть, понимаешь, мы все сюда приезжаем из разных стран, что-то мы все равно свое сохраняем, а что-то перенимаем, и тут от человека зависит, как он хочет развиваться. Если он хочет развиваться, он поедет именно вот будет стараться вот и учить язык, и менталитет, и культуру. И мы же все уже взрослые, а, что мы уже сами знаем, знаешь, что хорошо и что плохо. Поэтому человек сам как бы вправе впитывать что-то новое хорошее, да, и, что-то свое, может быть, плохое, выбрать из окошка и этим не пользоваться, потому что здесь это не принято. Например, когда ты общаешься с человеком, ты уже знаешь, как должен человек себя вести, как я же не могу вот так: "Дима, привет!" Вот. Не, почему, пожалуйста? Нет, ну, слушай, ну, ты и я, мы друг друга как бы знаем, но обычно, когда вот, например, первый раз вот, ты встречаешь американца, как он с тобой здоровается? Как он с тобой вот, насколько близко он тебе подходит? Ну, это вообще не подходит. Ну да, это, можно сказать, если не метр, то полметра, в расстоянии. То есть они как бы всегда считают, что это пространство должно быть у этого. То Ну, есть мало того, вторгаясь в это пространство, если вдруг, то excuse me, I'm sorry, что я немножко слишком близко к вам. Причем да-да-да, даже если ты близко приближаешь, он excuse me, I'm sorry и убегает. да-да-да, у них это постоянно вот этот вот все таки excuse me, I'm sorry, то есть извиняются, э, почти всегда. Вот. Да. Да, то есть насчет, денег, кстати, вот я в 2009 году поехала, значит, в Россию и попросилась со мной моя старшая дочь. Она тогда уже, по-моему, работала.
И она говорит, я говорю, Маша, ты знаешь, это накладно, говорю, 2000 мне как бы платить за билеты. А она мне сразу же, знаешь, как сказала, я, говорит, а ты согласишься, говорит, если я тебе заплачу из 1000 вот $500? Я говорю, я соглашусь. Вот. И то есть она за билет, чтобы поехать в Россию, она заплатила вот эту вот половину денег, то есть на билет. Вот. И тогда мы в Зеленодольске, в Зеленом Доле останавливались, и ко мне заходил однокурсник мой, с кем я училась на юрфаке. Он был, ну, подарок мне хотел передать, то он пришел с сыном, потому что он знал, что я буду со старшей дочерью, как бы познакомить их, ну, встретиться. И вы такие молодцы, и я восхищаюсь вами. Спасибо большое, Оля. Вот, и он, когда зашел, и у нас в разговоре Маша у меня что-то там такое спросила, а я в ответ ей говорю, ты еще мне за билет не отдала? То есть давай уж потом поговорим. Вот, то есть ты не рассчиталась со мной за эти долги. То есть, и вот этот вот, с кем я училась, он был, честно сказать, в таком шоковом состоянии. Говорит, в смысле? За билет не отдала. Говорит, она что, говорит, платит тебе деньги за то, что вот она это самое? Я говорю, да. Ну, говорит, вы капиталисты. Ну вот я тебе говорю, что тебя это не коснуло, но а, понимаешь, здесь хочешь ты, не хочешь, но в итоге ты приходишь вот таким вот отношениям. Вот. Становишься капиталистом, Ну, буржуином, буржуином. вот и, в общем, да, она все равно потом она отдала. Мы по приезду, как мы договорились, то есть, очень многое здесь строится, в общем, на таком вот бизнесе, на договоренности. И даже вот, в семье, как бы деньги не можно, конечно, просить, все это зависит, в принципе, от человеческих факторов, отношений, но все равно они, здесь как бы принято, как если ты взял в долг, то ты должен, в принципе, Отдать. возвратить. Да, а не так вот: "А, да чё, он мне хороший друг, простит, я там кину его, нафиг его". Да, Вот. причем это тоже от власти может идти. Ну, народ, вы же поймете, мы же по-братски у вас тут заберем все, ну, потом Ну, отдадим, может быть, когда-нибудь. Братья и а сестры, как говорится. Вот. Так что насчет денег, да. И тогда, кстати говоря, вот этот вот однокурсник у меня, он тогда повернулся к своему сыну, говорит, а ты, говорит, мне уже сколько, говорит, уже должен этих денег, типа того, что сколько я, говорит, типа того, что все тебе, говорит, отдаю, 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 говорит, как говорит, банк, говорит, Казань, ну, они были из Казани, из, говорит, банков, татарстанский, это, говорит, банк, и ты, говорит, смотри, говорит, как у них, типа, Ам, чё-то у меня затемнела, камера, поэтому я все трогаю. Вот. В общем, насчет денег вот такие вот отношения. Вот. Дальше. Насчет улыбки я уже сказала, что улыбаются везде и в общественном транспорте. Но я скажу, что большие города, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, наверное, это не очень-то принято, да? Или же все равно? Вот я только проездом бывала у вас в Лос-Анджелесе, но я не, Нет, по этническому признаку сразу можно понять, американцы, как правило, всегда улыбаются. То есть, если это, допустим, армянское заведение, то там, ну, пореже может быть. То есть, вот чем как бы ты более американистый, тем больше улыбается. Вот я сейчас переехал в пригород, тут больше американцев. И вот это прям я уж это, ой, как я думаю, как соскучился по этим улыбкам. Заходишь в магазин, тебе улыбаются, аж приятно как-то так вот ну чувствовать вот, себя. да, это ты знаешь, и когда вот мы приехали, помню, с младшей дочерью, она уже как бы успела за это время как бы улыбаться, как мы прилетели в Москву, я говорю, ну все, улыбку свою, говорю, снимай. Я говорю, ты не в Америке? Она такая, типа, Мгм. вот, чтобы, ну, мы почему так себя вели, ну, как
Как говорят ведь, ты если в Риме, будь римлянином, да? Если ты Россия, Да-да. будь россиянином. Я говорю, убирай свою улыбку. Ну, уже с годами все равно глаз замыливается, ты привыкаешь ко всем, и сам Да, улыбаешься, и как-то не но обращаешь на это внимания. Ну, да и потом уже. у меня вот, например, они говорят: Ты, говорит, улыбаешься". Ну, правильно. Во-первых, я, привыкла выходить на сцену. На сцену выходишь, был у меня такой период в жизни, на сцену выходишь, что нужно делать? Улыбаться, это уже сразу идет. На телевидении там или с кем-то там даешь интервью, опять улыбаешься. Потом, ну и приехав сюда, мне как бы не тяжело было вот это вот учиться. То есть вот разница, то, что но в России не поулыбаешься, знаешь, жизнь тяжелая, и если жизнь очень, ты знаешь, концы с концами еле-еле сводишь, там очень тяжело улыбаться. У меня, например, начальница, когда смотрела мои фотографии, она говорит: "А чё никто не там не улыбается?" Я говорю: "Знаешь что, я тебя когда-нибудь, говорю, повезу и покажу. Я говорю, я тебя там оставлю, вот, и посмотрю, как ты, говорю, будешь улыбаться", говорю. Вот. Но она обратила внимание, есть у меня однокурсница, которая на всех фотографиях, она всегда улыбается, хороша ее жизнь, плохая ее жизнь, неважно как, но она публичный человек, я не буду ее имя называть, но ты ее знаешь, вот. И говорит: "Смотри", она, говорит, улыбается. Я говорю: "Это потому что, говорю, она везде, говорю, это самое, то есть, позирует, говорю, она артистка, она как бы всегда выходит на сцену. Это уже у нее вот чисто профессиональная артистичность выходит, вот, улыбаться". Вот. Дальше. В магазин, например, когда мы заходим в России и, ну, по крайней мере, в Мариэл, может быть, щас что-то там изменилось. Раньше, например, мы, деньги куда? Как мы отдаем, продавцу деньги? Но сейчас, правда, эти карточки, да, а если каш, то есть наличные деньги, то мы кладем в специальную, тарелочку, да, деньги туда вот. Ты уже забыл, Ну, сидишь, думаешь. раньше, наверно, так было, да. Да, да-да-да, да, вот, я, например, клала в специальную вот эту вот тарелочку, в магазине там есть вот эта вот такая железная такая тарелочка, куда вот, когда платишь, туда складываешь. Вот. Здесь, в Америке, нет такого, и отдает вот из рук в руки. И когда отдают, я, например, по своей привычке несколько раз клала деньги там на стол, там нужно было отдавать или чё, мне прям сделали замечание, что "You're rude, Эльвира. You should not do that". Ты, говорит, чё такая грубая-то с человеком? А я говорю: "А что я сделала?" Ты, говорит: "Почему деньги положила на стол? Деньги, говорит, нужно ему отдавать в руки". Я говорю: "Оу, sorry, нате вам, вот возьмите". То есть вот таким вот мелочам вот иногда даже вот очень стоит это, учиться чему-то новому. И Мгм. опять же говорю, что ты вот даже таким вот мелочам ты не научишься среди русскоговорящих. Вот. Потому что все это очень важно вот именно вот изнутри вот это вот впитать вот это вот все. Я не знал, что в руки надо давать. Да, ну вот видишь, со мной побольше Мгм. пообщайся, ты много чему Да. многому чему ты научишься. Вот. Дальше. У нас в России, в частности в Мариэл, очень много понтов. Мы прям, как ты говорил в прошлый раз, как ты там говорил: "Лопни, но держи фасон". Вот. Да-да. В Америке нет этого, здесь, э, во-первых, каждый живет как может в свое удовольствие, и если насчет одежды, эта одежда должна быть комфортная. Но я, ввиду того, что лопни, но держи фасон, и уже в Америке очень долго это самое живу, я как бы для меня и важно, что я одену, но и комфорт одновременно вот это вот должен быть. То есть я как бы уже в себя и это все вместе соединила. Вот. Ну и, в общем, очень много у нас понтов. В общем, все стараемся как бы
не отстать от соседа. Вот, начинаешь вот просто с кем-то вот разговаривать: "Привет, как дела?" И вот начинается: "Я там обои купила, у меня рулон этот обоев 5000 стоит, и межкомнатная у меня дверь за 120 000 рублей". Ну, моя хорошая, это замечательно, что ты, как тебе сказать, смогла улучшить свою вот, своё жилище, смогла улучшить, и что-то там, что-то изменила, в своей квартире, но мне это совсем не важно. Я, позвонила там не для того, чтобы узнать. Я Сколько стоит просто, твоя дверь? да, сколько стоит твоя дверь, для меня это не важно. Для меня важно вообще, как ты живешь. Вообще, что ты думаешь, что ты чувствуешь, вот как твое настроение, как твое здоровье вообще, все ли с тобой в порядке. Вот у нас это очень много понтов. Мы как бы все стараемся, ам, кто там шепчется? Мы как бы стараемся, ам, крутануться, что ли, выделиться как бы. Выпендриться. Да, да. А здесь они, в общем-то, как говорят, keeping up with the Jones. Здесь, то есть, если потому, что у соседа "Мерседес", другой сосед не пойдет смотреть там, dealership "Мерседес" и покупать тоже "Мерседес" только потому, что у соседа "Мерседес", понимаешь? Если там сосед там что то там изменил в своем доме, этому соседу вообще все равно. Мы, например, вот во Флориде, где живем, мы никогда даже не были дома у некоторых вообще соседей. Мы даже не знаем вообще. Ну, привет, Как их привет. зовут? Нет, мы как бы знаем, как их зовут, да, и они как бы, приветливы, мы всегда останавливаемся, но мы как бы вот это вот, как тебе сказать, мы за солью друг к другу не ходим. Деньги мы деньги мы не занимаем. Вот это, то В есть. окна не подглядываем. Но мы один раз вообще-то попросили соседа, мы ему вообще-то сами позвонили и сказали: "Иди сходи, посмотри, а, мы тебе разрешаем". Говорит: Если, говорит, меня увидят, типа того, что". Ну, я говорю: "Ну, позвонишь, мы им объясним". То есть вот опять вот этот вот, а, когда вот держишь все равно вот этот вот private, как его, дистанцию, privacy, то есть это как это переводится-то, privacy-то? Не переводится. Это такое, одним словом нет, а личное пространство двумя словами. Ну да, то есть ты не лезешь там к соседу со своим этим любопытством, а как там сосед живет вообще, и к нему, в общем-то, не ходишь, это самое, шушишь. Вот, Мгм. как бы не лезешь любопытством, еще раз повторяюсь, не лезешь там, и не стараешься там, только потому, что у него есть "Мерседес", идти покупать такой же "Мерседес". То есть, живешь так, как ты умеешь жить, как вот тебе Господь Бог дал, возможность тебе дал. В общем, нету вот такого вот, competition, такого этого, как его сказать, стараться выделиться только потому что. Вот. Да. Потому что это и невозможно, потому что все равно в жизни всегда будут люди, лучше тебя во всем: в физической красоте, в материальном состоянии, в образовании, во всем. Вот что только не бери, всегда найдется человек, кто умнее тебя, кто красивее тебя, кто образованнее тебя, у кого лучше, словарный запас русский. Вот у меня, например, да, потому что у меня нет абсолютно никакого общения, нулевое
общение на русском языке, и то же самое и на марийском языке. Потому я и открыла как бы вот этот вот YouTube-канал для того, чтобы этот вот YouTube-канал в первую очередь мне помогал. Не тебе помогал, Дима Кривакцев, потому что ты живешь со своей русскоговорящей женой, вот, ты общаешься с мамой на марийском языке. У меня этого нет. Вот поэтому я и открыла этот YouTube-канал прежде всего для себя, а не для того, чтобы выпендриться. Я там такая крутая, да, я тут YouTube... Господи, какая ерунда. YouTube-канал сейчас любой может открыть. Вот, то есть каждый живет так, как может, и соревнуется, в общем, лучше всего всегда соревноваться это с самим собой. То есть делать саму себя или самого себя лучше, чем ты был вчера. Вот. А не... Да. Понятно или непонятно? Но есть возражения? Скажите, пожалуйста. Нет, все понятно. Так, да, вот слишком много, значит, понтов. У них этих понтов, ты знаешь, даже, сколько я знаю, очень... Ой, был у меня такой знакомый, миллионер, он умер. У него был сосед. Сосед когда-то был attorney general. Переводи меня, я ведь больше теперь тоже говорю больше английских слов. Это что, прокурор, что ли, да, attorney general? Похоже, да. Да, у Фиделя Кастро он был прокурором, но он оттуда убежал. И он оказался соседом вот у моего знакомого в Талахасе. То есть вот такой знакомый у меня был. И ты знаешь, сколько среди этих богатых людей я обращала внимание, которые очень вот беспонтовые. То есть у них вот нет такового вот, да блин, на самой последней модели Теслы там поехать. Слушал, потом начал перематывать назад, и возник вопрос, мужчина вообще говорит? Да, Дима, ты вообще умеешь говорить? Сегодня я слушаю внимательно и немножко поддакиваю. Да, потому что дело в том, что я здесь живу уже 21 год, 22 год пошел, а Дима у нас 5 лет только здесь живет в Америке, и как бы он все еще в процессе адаптации, вот, и поэтому он как бы с чем-то вот соглашается, с чем-то он не соглашается, что-то для него вообще новое насчет, например, денег. Он умеет говорить, еще как, вот. Не заткнешь иногда. То есть, что хочу сказать про этих вот моих знакомых, этих очень богатых людей. То есть они никогда меня не... Они все знали о том, что я там бедная эмигрантка, но у них никогда не было вот ко мне такого отношения, ты там такая, знаешь, у тебя вот денег нет. Они как бы судили меня, знаешь, по моему характеру, потому я как говорю, потому как я себя веду, потому как я вообще, я себя как бы тоже в унизительное такое место не ставила, только потому, что они богаче, а у меня нет этой возможности, понимаешь? То есть они, им все равно вот что одеть. Они могут свободно идти в кроссовках и в джинсах. То есть это вот, понимаешь, и у меня есть также знакомый доктор, его японской машине уже свыше 20 лет, он сказал, я буду ездить на этой машине, пока он не развалится. Я говорю, а почему, доктор, такой-то? Ну, то есть для них, хотя он и доктор, ему все равно, какая машина, потому что машина для него как бы, которая везет от буквы А до буквы там Б, от А до Б и все. Не роскошь, а средство передвижения. Да, вот такое вот отношение. То есть даже не то, что понтов, в общем, мало. Вот. И не Это есть. Это Да, 100%. да. Насчет одежды уже тоже сказала, что кто-то там это самое. Как говорит если женщина красивая идет, то либо проститутка, либо русская. Кто-то так сказал.
Ну, Очень знаешь, хорошо одеваются. проститутки тоже бывают разные. У нас, вон в трак-стоп такие заходишь, что думаю: "Господи". Это у И вас на трак-стопах просто. У их нас прям жалко. красивые. Да. Но ты знаешь, я ни разу не видела, и у меня же просто глаза не туда смотрят, наверное. Вот, Понятно. вот. Ну и насчет, кстати говоря, я спросила мужа, я говорю: "Ну что там, за деньгами и солью ходят?" И он мне говорит: "Ну ведь знаешь, если, говорит, вот, в домах, говорит, личных живут, это, говорит, не принято. Ну, если, говорит, живут, например, говорит, это в апартмент-комплекс, да, а, то есть в апартаментах, в квартирах, и там, говорит, такое вполне, говорит, возможно, что За солью приду. и, да, там за солью, зачем угодно, мало ли зачем, вот. Следующее. В Да. России без предупреждения ходят в гости. Да. Есть Б такой косяк. без звонка, без предупреждений, в любое время дня и ночи. Без стука. Иногда Ну, без стука. даже так? Ну, я не Да, знаю. Да, бывает. да, но у меня такого опыта не было, поэтому мне нечего говорить. Здесь, в Америке, это не принято. Вот. То есть для того, чтобы как-то в гости прийти, либо ты должен быть очень приглашенным, специально приглашенным. Если ты хочешь увидеть человека, ты сначала созваниваешься с человеком и договариваешься о встрече в определенное время. И уже потом ты идешь в гости. Вот. Но у меня, например, вот были случаи, тогда я жила в апартаментах, и девочки наши, русскоговорящие, заявились ночью, в 2 часа ночи, только потому, что они, видишь ли, рядышком проходили, и вдруг они вспомнили, что тут Эля живет, Эльвира, а давай-ка мы к ней зайдем на нашу, как говорится, голову веселую, пойдем поговорим с ней, как она тут поживает. То есть, Как ей не спится в 2 часа ночи, да? да, то Судя. есть то есть что хочу сказать, это опять же, они ведь это не просто так они сделали. Вот этот вот, habits, вот эту вот привычку ходить без приглашения, они вот привезли оттуда, откуда они сюда приехали. Вот. И причем тогда они уже жили здесь, в Америке, ну, наверное, лет 5. Вот. То есть, но и такие случаи я знаю. И когда бывают семьи, например, там жена русскоговорящая, муж американец, и вот это вот мужья американцы. Но у меня, а, это давно было, вот. Но я знаю, у кого тоже такие был, у кого в семье такой случай был, то есть к ним пришли в гости без предупреждения, вообще без ничего. И, говорит, муж, говорит, просто сокрушался, говорит, как это так можно? Ты не договаривалась, они не созванивались, и оба нам, hello, I'm here, surprise. Вот. То есть, а потом у меня еще, например, я приглашала девушку, значит, с семьей, там она, муж и дети, и она мне прям буквально перед это самое, она говорит: "А ничего, если я, говорит, приведу свою подружку?" Думаю, я говорю: "Нет, я тебя приглашала с семьей, и мне твоя подружка совсем не нужна". Она ж даже опешила, что я могла так сказать. Вот. Понимаешь? Но я и тогда, конечно, настроение испортила, но извини меня, для меня важно мое тоже настроение, и, а, такие вещи тоже здесь, в общем-то, не приняты. Так вот, знаешь, если тебя приглашают вот с семьей, это как вот помнишь, я тебе рассказывала, как мы пригласили на день рождения у моей старшей дочери там друзей из мексиканцев, они взяли и пришли, вся семья.
С дедушкой и бабушкой. Ну, их там не было, там отец, мать и еще 3 брата. То есть, там вместо одного там 5 человек пришли. Вот. То есть з есть, то есть, законы неписанные, которые, стоит вот, определенные, то есть правила, конечно, они не писаны, но вот это вот об этом, обо всем об этом ты только узнаешь только тогда, вот когда ты будешь именно вот жить вот в это внутри этого американского общества и вот это вот, а, учиться этому. Вот. Мексиканцы, кстати, похожи по менталитету с русскими людьми чем-то. Д Очень, очень, очень. Я согласна с этим, да. Вот. То есть, что хочу сказать, если в России принято ходить в гости без приглашения, вот, а в Америке здесь нет, и, вы меня извините, если вы кто-нибудь заявитесь без звонка ко мне, и не удивляйтесь моему лицу, и не удивляйтесь, если я вам закрою дверь, прямо перед вашим носом. Я могу это сделать, очень Могу легко. пристрелить. Слушай, ну такое тоже возможно. Ну, а вдруг что, перепугалась, лезет кто-то в дом, Ну, да, такое, без спросу. но да, такое тоже могло быть. Я говорю же, ведь мы как бы, у нас, у детей были есть ключи от нашего дома, и одна решила заявиться, знаешь, после 12 ночи. И мы спим, и мы слышим, как у нас сигнализация как бы дает это самое. Мы сначала не поняли. Муж говорит, эти дураки собаки ходят туда-сюда. Я говорю, какие собаки? У нас нет собак. У нас, говорит, кто-то дома есть. Он взял, значит. Я говорю, ты подожди, говорю, прежде чем стрелять начнешь, тут, говорю, не, ты хоть спроси, кто там. И одна, это я, it's me. Я говорю, блин, ты хоть сначала позвонил. Так я думала, вы спите, я тихонечко зайду. Я говорю, ну ты, так не делается, говорю. Вот это вот прямой пример того, что я говорю, хоть бы и написала мне, то есть на телефон, что ты тут появишься. Вот. Да, в Америке с этим очень серьезно. Запросто по ошибке может что-то Ружье там, под подушкой лежит, да? ну, или за дверями стоит, ну, между прочим, Или на это, стене висит. да где угодно может быть. Здесь вообще оружие, оно свободно, вот, но с оружием тоже нужно уметь как бы пользоваться. Только потому, что там это свободно, это не значит, что ты не должен а, э, по всем законам, Да понятно, конечно. да, А то кто шутит-то с жи этим? жить, как говорится, так, как положено. Вот. Дальше, когда я еще приехала, значит, сюда, начала работать, и мне, значит, один раз это самое прямо спросили: "Эля, а что ты будешь делать, если тебя полицейские остановят?" Я говорю: "В смысле?" Я говорю: "Ну, водительские, говорю, удостоверение дам и все свои документы, которые он потребует". А они мне говорят: "А ты не дашь, как этот поляк, говорит, про которого, говорит, писали, в газете, там, деньги, говорит, ему не предложишь?" Я говорю: "Чего?" Я говорю: "В смысле?" Я говорю: "Not going to bribe him". Я говорю: "Excuse me". То есть поляки, похоже, тоже как вот мы по части менталитета. И, оказывается, был такой случай в Талахазе, когда его остановили за какое-то нарушение. Он предложил, полицейскому деньги, за что был, знаешь, а, тут же заключен в это самое, в кандалы, арестован был, и про него вот написали, в газете, что он предложил вот этот вот bribe. То есть bribe — это как переводится у нас? Взятка? Взятку, да, и за что его тут же, заключили, значит, под стражу. Я Какая говорю: дикость! Какая дикость! "В смысле какая дикость?" Ну, в смысле, взятки дает, ну и какой нехороший человек. Ну, то есть у меня, например, да, даже в голове это не возникло. Вот.
Вот поэтому, то есть это опять, это очень вот большая разность. Вот это вот, если ты уж что-то там нарушил, тебе уж придется там идти отвечать перед, джаджем, перед судьей, и платить за этот, там, если там полицейский тебе выписал за нарушение, правил дорожного движения какой-то, тикет, то есть штраф. Вот, но ты не будешь тут, давай, мол, договоримся. Ты не тут не договоришься таким образом. То есть это вот такая вот разница. Вот, и, между прочим, очень иногда бывает такое, нашим тяжело вот это вот все понять, и вот это вот все вжиться, и у них вот начинаются потом проблемы, с Совсем законами. Ну законами, да. да, проблемы в отношениях с окружающими, вот. То есть, и что еще хочу сказать, если человек, вот он приехал, я все-таки все равно советую для тех, кто, например, я вообще считаю, что если ты приехал в чужую страну, неважно, в Америку, там, в Италию, Финляндию, в любую страну, нужно стараться все-таки жить среди тех, кто, среди тех людей, кто в основном это вот страну это заселяют. Если это итальянцы, значит, в Италии это жить среди итальянцев и вот этот вот «Arrivederci», «Buonasera, signore», Ну, понимаешь, вот эту вот культуру любой страны нужно, изнутри, чтобы изучать, а, только живя вот среди них. Вот. Тоже так же среди, если ты хочешь знать, культуру народа Мари, ты должен жить в марийской деревне, среди всех тех, которые именно вот разговаривают на родном марийском языке и которые, как бы близки вот к своему народу, своей культуре, своим обычаям. Живя как бы, понимаешь, как вот ты сказал, Глендale, там одни кто? Э Армяне, Армяне. да? Да, там очень много русскоязычных. То есть, понимаешь, то есть, живя вот именно вот, как бы ты жил вот в Ишкрале, да, и попал вот в Глендел, н н даже в новой стране, но среди русскоговорящих ты мало чему новому научишься. Я по-армянски танцевать зато научился. Да-да, типа того. Вот. Вчера, кстати, встретил, Мгм. семью ишкаролинцев здесь, в Лос-Анджелесе. Я, как бы приехал к ним в гости, поболтали. Очередные ишкаролинцы. Ну, не удивляюсь. Но ты не ходил там 2 часа ночи к ним без стука? Нет, я по предварительному сговору. Слушай, ну это ты молодец. Вот. Ну и что еще хочу сказать, что не принято, по крайней мере, очень это некрасиво, это грубо, говорить про какие-то физические недостатки или же, например, спрашивать: «А сколько ты там денег зарабатываешь?» Да. Вот. Да. «Ой, Эля, у тебя там морщинки, а ты куда деньги-то тратишь? Ты не думаешь пластическую операцию делать?» У меня такое было. Я аж даже я аж даже опешила. Но это вот наши так мне сказали. То есть, от американцев я такое не слышу. Меня, например, они знают, когда я была 4 размера, да, и когда я стала там 12 размера, они мне вообще не высказали никоим образом: «О, как ты там изменилась! Ну, господи, что это с тобой такое случилось?» Вот, есть разница в этом, в том, что, э, такое. Ну, понятно, что Да. нельзя такие вещи говорить. Да, дальше. Собаки, значит, живут, если собак имеют, к ним очень такое доброе отношение. И в России это, конечно, у каждого
по-разному. Ну, а здесь в основном, если собаки имеют, они в основном живут, в домах и наказывают за жестокое обращение с животными очень сильно. Как у меня муж сказал: "Ты можешь иметь проблемы с женой или там с родственниками, там в чем то но если ты обидел, говорит, жену, ты можешь быть наказан не так сильно, говорит, законом, как если ты обидел свою собаку". Я говорю: "Да ты что?" Я говорю: "Ты что собрался меня обижать?" Я говорю: "Ты знаешь ведь, что может случиться". Он говорит, это я, говорит, тебе помогаю, говорит, готовиться к твоему, говорит, завтрашнему этому лайф-шоу. Ну, то есть он Мгм. мне вот объяснил, что собакам, вообще к животным, к любым животным здесь такое очень серьезное отношение. Вот. Дальше, старые люди, значит, здесь в Америке, в России, вернее, живут они в основном с родными, что я считаю, это очень правильно, так и должно быть. Здесь же они живут в домах престарелых в основном. Вот. Но у моего, например, мужа жена по состоянию здоровья, она как бы, понимаешь, все от человека зависит. Вот он, например, несмотря на то, что жена больна, он все равно сам ухаживает за ней и нанимает сиделок, которые помогают ему за уходом за женой. Вот. У вашего мужа жена есть, да? Мгм. Нет, у моего мужа, у отца жена. Всё Объяснила? понял. Да. Да-да-да. Но понимаешь чё? У меня иногда, я же говорю, у меня словарный запас очень сильно теряется, очень плохо говорю, поэтому простите меня. Вот, Нет, тут как бы смысл немножко потерялся. ну да, А тут потому вот что у у мужа меня, жена. да, у мужа, у отца жена. Вот так вот. У меня вообще, я иногда думаю, там Свекра над жена, да? Или как там? Как правильно да-да-да, сказать? да-да-да, да, да, вот. Ам, ну и что еще сказать? Вот. Last but not least. Pardon? Last but not least. А, Ну, в смысле, еще к чём нам вспомним там, да? да. Что еще и есть, и еще какая разница в культуре и менталитете между нашими странами можно? О, у меня тут такой случай был. Я, послал, значит, точка с запятой, улыбка. Это как подмигивание Да. своей актрисе просто: "Ну, увидимся". И подмигивание. Она такая: "Ты чё мне подмигиваешь? Ты типа флиртуешь, что ли, со мной?" Я говорю: "Дак нет, просто подмигнул". Чё, говорит, нельзя так. Типа Д это флирт. Я говорю: да, "Ладно, всё, тебе больше не буду тебе такие здесь смайлики посылать". здесь вообще очень нужно быть осторожным. Прежде чем что-то сказать или же что-то сделать, на самом деле нужно очень, наверное, хорошо знать человека, потому что иногда можно на такие неприятности нарваться. Вот. Знание языка тоже очень важно, потому что иногда из-за языка можно в просак попасть. Вот. Да. Очень вежливый. Я вчера вот ходил кровь сдавать. Ох уж передо мной извинялись. Извините, что там жду. Ой, извините, там, а вам удобно? Вы туда-сюда, снимите, пожалуйста, курточку, а я вам туда-сюда поцелуй еще осталось только поцеловать. Но ты знаешь, опять же, это совсем не значит, что это бизнес, Дима. Так Ну, понятно, здесь понятно, конечно. это Я совсем просто не говорю, значит. что вот разница. Да-да-да. Это не совсем не значит, что эта медсестра в тебя влюбилась и хочет замуж выйти за тебя Это или был же медбрат, да, медбрат. ну тогда тем более, у вас тем более в Калифорнии, знаешь, тем более ты вот, то есть это просто бизнес, это просто вот этот вот politeness, polite, то есть вежливость, это, customer service, обслуживание покупателей. Это так вот у них все здесь, у А нас мы теперь. просто не привыкли, то что вот они говорят: "Вам там удобненько". Нет, а нам пофиг, пришли там, нас положили, садили там: "Иди отсюда, гуляй". Да. Все, ты Э, привык к этому, а тут все тебя обходят, даже иногда уже тошно, скажешь: "Ну что ты меня, ты уже делай свое дело там, втыкай куда тебе надо там". да-да-да-да-да.
Вот я, например, у меня тоже вены не очень-то, и ей пришлось там раз 5, наверное, вкалывать меня, чтобы найти вот вены, да. Она тоже там 15 раз извинилась за то, что она там создает мне такие боли, понимаешь? Вот. То есть Да. вот в этом и есть разница. То есть customer service, обслуживание покупателей, обслуживание клиента — это для них это очень важно. То есть как бы и отношения, вот это вот именно все строится на бизнесе. Вот. Вот я вчера своему врачу сказал, что у нас в ПГДС делают без наркоза. Ну вот, осмотр желудка. Он так удивился, типа: "А, как так?" Я говорю: "А вот у нас не спрашивают, ложат туда, запихивают и смотрят". Но у меня, с зубами, мудрости тоже были проблемы, когда мне пришлось идти в ночную поликлинику с зубами. Это было в Чебоксарах, я там оказалась. И я пришла туда первая, потом уже еще там несколько людей пришли. И я когда зашла первая, то есть она без наркоза мне, знаешь, десны резала для того, чтобы вот этот вот выдернуть. Представляешь, без наркоза! Вот. И у меня была подружка, как бы, с кем я ходила, и, ам, я была первая, за мной еще там 3 или 4 человека. В общем, от того, как я кричала без наркоза от боли, вот это вот, представляешь, скальпелем мне вот без наркоза там режут, я такая: «Ау!» Знаешь, во вся очередь разбежалась. То есть я выхожу. Customer service. Да, я выхожу, и ни одного человека нет. И мне такая подружка говорит: "Смотри, что ты сделала. Все убежали от того, что ты кричала, как будто, говорит, тебя убивают". Так она, говорю, она еще такая была, знаешь, аппетитная такая женщина, знаешь: "Чё орёшь?" Она мне, знаешь: "Чё ты?" Вот думаю: "Господи". Ну вот что было, то было. Это было давно, и когда поэтому у меня очень такое, знаешь, истерическое состояние, если мне нужно было идти, знаешь, к зубному врачу даже здесь поначалу, но после 2 визитов к зубному врачу, ну, это, конечно, приличные деньги я оставляла там, но есть большая разница. Я даже вообще даже не поняла, когда он говорит: "Все, вставай". А я говорю: "А чё, вы уже, говорю, убрали, что ли?" Когда успел, как смог, я ничего не почувствовала. Вот. То есть очень многое строится на таком вот именно customer сервисе, на обслуживании покупателей, там обслуживании вообще обслуживание, потому что они как считают: хорошо обслужим, значит, ты снова обратно придешь к нам. Значит, Да, снова придешь, значит, деньги принесешь в наш бизнес. Деньги да. принесешь, значит, наш бизнес будет процветать. Поэтому они, все, как говорится, готовы, да, как ты сказал, вылезать. Вот, и 15 раз извиниться. И плюс здесь ведь не боятся тоже судов. Вот. Так, мы с вами разговариваем час. У вас есть время, Дмитрий Анатольевич? Или Совсем как? чуть-чуть. Уже ждут Уже ждут, да? другие, значит, Так, страждущие собеседники. ну, меня спросили: "Кузете Мари Элла Ончиколакшем уже", да. Если перевести, это как я вижу будущее Мариэл. Ну, хочу сказать, что я в Мариэл не была, с 2018 года, то есть это 5 лет. Я тоже с Но 2018 года не был. у нас как раз, кстати, одно и то же время получилось: октябрь-ноябрь. Ты сюда, а я туда. Ну, я там побыла месяц и обратно вернулась. А Потому как я только вижу, что происходит в интернете, конечно, я могу судить, но я могу ошибаться, потому что я своими глазами не вижу. Но я, как сторонник национальности Мари и сторонница марийского языка, я как бы всегда выступаю адвокатом марийского языка, несмотря на то, что я живу здесь, в Америке, и
я говорю на марийском языке и продвигаю нашу марийскую культуру, марийский язык, марийских людей. У меня есть на "Ютубе" очень много, на тему вообще марийской культуры, значит, видео. Это я, конечно, совсем делаю не для понтов, вот, а это то, что во мне вот внутри. Ам, Меня вот сам Бог направляет, и так вот меня мама воспитала, что я должна любить, я должна, а я уважаю и люблю себя, как вот Мария. Мари улмендене кубишнем да ашкема май аклем. Мари улмендене деч нигуна ромбужил, май пилаш пала, что май Мари улам уже икам шекечега чехнак, туда марламурен, он у меня вместе со мной на марийском языке учил целый год марийскую песню и спел вместе со мной дуэтом. Поэтому я всегда, это делаю с удовольствием, когда у меня есть возможность, значит, представлять нашу марийскую культуру, марийские песни, марийские танцы, марийские наши пироги там, угощаю. Это все я делаю не для понта, а для себя в свое собственное удовольствие. Вот. И исходя из того, что я вижу, что в школах сократили огромное количество изучения, значит, марийского языка, это меня совершенно не радует. Об этом я постоянно говорю, меня это беспокоит, меня это идемем моткоше тургырландыра, и мне это не нравится. Но если, например, государственная политика не поддерживает в изучении национальных языков, ну и с ними. Тогда нужно самим марийцам изучать вот этот вот язык дома. Вас же не придут вам домой и не заставят только говорить там на русском языке или же на английском языке. Мне же тоже дома, здесь никто, например, не заставлял, чтобы я там, я говорила на своем родном марийском языке. То есть я, приехав сюда, знала, что для меня важно. То есть я изучала и американскую культуру, но я и не забыла, что мы Мариула. То есть вот именно вот этот вот будущее марийского языка меня очень сильно беспокоит. Вот. Но школа школой, государство государством. Тут каждый родитель, каждый, значит, бабушки и дедушки, родители, они должны сами беспокоиться о том, чтобы их дети говорили на родном марийском языке. У меня, например, даже старшая дочь, она изучала марийский язык, она в национальной школе училась, и это было моя забота, мое желание, что она, в общем-то, до сих пор помнит марийский язык, и время от времени она мне пишет на марийском языке текстовые сообщения. Например, если я посылаю ей свои фотографии, она мне обратно пишет не на английском языке, а на марийском языке, моторидер. Вот. То есть, пагалам Илташлак, дорогие родители, учите этот наш марийский язык со своими детьми дома. Ударак хуторза Мари Елмедене Менгште. Вот. Тунам вере, веле, тен кертада шкендан икшивадам, тунакташ Мари Елмедене. Вот. А так, в общем, знаете, будущее сейчас, прогноз, конечно, мало хорошего. Опять же, тут все связано с образованием и с менталитетом. Если мы научимся... Дима куда пропал? Вот. Если мы научимся анализировать и... Синтезировать. В общем, Синтезировать. анализировать не вообще
информацию нужно уметь воспринимать и уметь анализировать и видеть, кто говорит правду, а кто только пыль в глаза пускает. Вот. Тяжело, состояние, конечно, ситуация, конечно, очень, Хреновая. но это твои слова, я немножко по-другому скажу, вызывает очень, Вызывает озабоченность. вызывает очень глубокую озабоченность, потому что если так дело пойдет и дальше, то мало что хорошее. Если вы смотрели мои видео, я использовала у нашего марийского художника Николая Ибраева фотографии. Поищите, по-моему, мое видео, то называлось, я теперь уже не помню. Но, в общем, или что нас ждет. Это видео так, по-моему, называлось "Момем науча". То есть в этом видео я использовала вот, фотографии Николая Ибраева, и я очень не хочу, чтобы ту картину, которую показал художник, было на самом деле в жизни, чтобы это дай-то Бог, чтобы, вот то, что было, когда он писал вот эти вот картины, да, Николай Ибраев, то, что он на холст это все свои думы перенес, дай-то Бог, чтобы это осталось вот, в этом, на холсту, а не в реальной жизни. Ты видел эти картины, Дима? Что там было, помнишь? Конечно. Охарактеризуй эти картины. Первая Хре картина, что Хреново всё. Я уже характеризовал. но значит, одна картина, там показывается вот это вот, дом правительства Республики Мариэл выглядит как, большая лодка, как "Титаник", севший на мель. Вот. А вторая, значит, вторая картина драмтеатр Шкетана, Ленин там стоит. Ну и, в общем-то, видно, как вот Мамай прошел, никакой жизни, это все разрушено, голод, разруха. И, в общем, это кошмар. В общем, я совсем не хочу, чтобы так вот было. Я когда домой приезжала, ну, по крайней мере, меня радовало, что есть какое-то развитие, что-то куда-то мы идем. Я видела, знаете, то же самое, что я видела здесь, я видела то же самое и в Республике Мариэл. И я думала иногда, почему я вообще уехала? Ну, жизнь налаживается, улучшается, но потом где-то в 13 году я начала это, после 13 года, после 2013 года я начала видеть все это вот спад. Вот. Ой, что хочу сказать. Разрушить легко, построить очень тяжело. Я очень надеюсь на здравый ум наших политиков, которые будут помнить нашу прошедшую историю событий, которые привели к к ужаснейшему состоянию страны. Я очень надеюсь, что они возьмутся за здравый ум и не произойдет ужасное, еще хуже. Как бы Да, просто как вот нужно вот сознание менять, очень сильно нужно менять это. Между прочим, почему, я вижу только 3 лайка? Пожалуйста, поставьте свои лайки. Не забудьте поставить лайки. Вот. И я даже не распространить, могу. да, и распространить это видео. Поставила, да, Дима? У меня нет возможности. Я потому что участник. У меня А тут не ставится. не ставится, ну, потом можешь это поставить. Потом Вот, поставлю. потом Да, Ксан, поставишь. надо уже бежать, заканчивать, как Вот. бы. Я хотел Ладно, напомнить, что перед ШПРом 15 июня в Лос-Анджелесе приезжайте. да. Вот так что, Все ам приезжайте. естественно, мы это делаем не для понта, что, мол, мы такие крутые, а это мы
делаем для чего? Для того, чтобы наша марийская культура, она жила и процветала не только в Республике Мариэл, но и в Америке. И видя то, что делают марийские американцы, марийские, как там, которые правильно, я не знаю, да. То есть и в других странах наши люди, подхватили вот этот вот, настрой и поддержали, и также устраивали вот такие, праздники, содержащие вот нашу культуру марийскую в любой стране мира. Хоть в Италии, я знаю, там очень много наших, хоть, в Финляндии, там огромное количество, в Эстонии. Вот. То есть кечкуштели, ноли мари. Вот. Большое спасибо всем, кто сегодня присоединился, а, нашему на наш прямой эфир. Вот, я извиняюсь, что у меня язык корявый такой, говорю, как еле могу, мне нужно больше общаться с нашими, вот. А, значит, Дима, тебе большое спасибо за время, и от всей души желаю вам всем доброго Спасибо. здоровья, э, берегите себя все друг друга, шкиндам эскерза, араза, юмаден парля илыза, возалташи да мондо киша, возалтиногол майн YouTube каналышка, и да, тага как Дима Ула YouTube канал же. Я говорю, не забудьте подписаться на мой YouTube канал, кто еще не подписался. Я не только говорю на марийском языке, у меня есть видео и в основном на русском языке, есть и на английском языке. Вот. То есть всем спасибо за то, что вы были вместе со мной. И всем желаю добра и счастья, и радости, и берегите себя. И, как говорится, до новых встреч. I love you all. Люблю всех. Йыратем Пока. чаландамат. Юмадена парля. Казатеш. Пока-пока. Goodbye, Дима. Казатеш.